Предприятие «Роса» организовалось в 1992 году в апреле месяце. И в этом году нам исполняется 10 лет. Это первый большой юбилей. 10 лет. Что мы сделали за 10 лет? Какие достигнули, какие у нас планы? Я хочу вам все это сейчас рассказать. В 1992 году производственно-пищевой комбинат «Холбаса», так он назывался раньше, состоял из колбасного цеха и 2 холодильников вместимостью 200 тонн. В начале 90-х годов в нашей республике возникла необходимость создания базы и укрепления позиций местных товаропроизводителей. Так, 10 апреля 1992 года был создан производственно-пищевой комбинат «Роса». Сегодня комбинат «Роса» – это динамично развивающееся предприятие, широко известное жителям республики своей качественной продукцией. В ассортименте 17 наименований безалкогольных напитков, более 50 наименований колбасных изделий, 16 видов хлебобулочных изделий. А прежде чем создавать вот этот завод в городе Якутске, правление Респотребсоюза «Холбас» очень много задумывался по этому вопросу. Где найти источники финансирования, кто будет финансировать и так далее. Но надо дать должное правительству и президент Республики Саха-Якутия в лице Михаила Ефимовича Николаева оказали в то время очень существенную большую помощь по выделению валютных средств для того, чтобы этот завод появился. Поэтому уже 90-е годы у управления Респотребсоюза «Холбас» реально появились, финансы, и реально, появились поставщики, которые предлагали нам, начать строительство этого завода. В 1993 году был реализован проект «Жизнь» по линии безалкогольного производства. Была установлена первая линия безалкогольной продукции на северо-востоке нашей страны. И буквально же в 1993 году мы выпустили первую продукцию. Первая продукция состояла из 4 наименований. И буквально в 1995-1996 году, когда наши якутяне попробовали напиток «Роса», когда они его оценили, произошли дальнейшие проекты. И в 1995-1996 году начался выполнение 2 проектов. Это проект по колбасному производству и проект по безалкогольным напиткам в виде соков, натуральных соков. Вот тогда в первый раз в 1996 году зазвучал брусничный сок, который сейчас на сегодняшний день все мы знаем и все мы любим. Безалкогольные напитки «Роса» для якутян являются постоянным украшением стола в любое время года. И взрослым, и детям уже давно знакомы и любимые напитки кола, апельсин, тоник, лимон. В 1993 году производились вышеназванные 4 наименования. А сегодня, в зависимости от спроса, ежемесячно выпускается от 300 до 500 тысяч бутылок 17 различных наименований напитков. В ассортименте всего 32 вида, в том числе кангаласская вода очищенная и брусничный сок. С июня 2000 года комбинат начал разлив чистой питьевой воды, а с прошлого лета выпускаются напитки-новинки – перчи и мичил. Для выпуска чистой питьевой воды используется вода со скважины села Эдей Намского улуса, а для разлива газированных и негазированных напитков вода проходит дополнительную очистку и обеззараживание бактерицидным облучателем. Контроль за всей выпускаемой продукцией осуществляется лабораторией пищекомбината под руководством Валентины Михайловны Непомнящих. В штате также опытные работники, химик Атласова Ольга Борисовна и микробиолог Федосеева Елизавета Игнатьевна. Про гордость комбината брусничный сок из натурального концентрата надо рассказать отдельно. Сегодня именно он, детище комбината, теперь уже отмечается во всех выставках, где участвует со своей продукцией комбинат «Роса». Брусника, вобравшая в себя все тепло короткого, но яркого якутского лета, до сих пор дарит нам свою целебную силу. Испокон веков она известна как удивительная ягода с целебными и профилактическими свойствами от различных заболеваний. Для изготовления концентрата бруснички берется отборная ягода из близлежащих улусов республики, а также в неурожайные годы иногда она привозится из Иркутской области. Здесь, в этом цеху, происходит процесс приготовления целебного и утоляющего жажду напитка. В 1996 году мы начали производство, единственное в республике и в России, производство брусничного концентрата, из которого наливаем всем вам известный брусничный сок.
И начиная с 1997 года наш брусничный сок, изюминка нашего производства, завоевывает первые места на выставках по промышленным товарам в городе Москва. Из старых работников хочу отметить людей, которые открывали этот цех и начинали вместе со мной. Это Зенков Игорь Анатольевич и Мартынов Евгений Викторович, которые работают купажистами, а это главное в производстве безалкогольных напитков. Еще хочется добавить, что исходя из возможностей цеха и технологических наших возможностей, мы рассматриваем новые предложения ввода новых напитков, как на основе брусничного сока, так и на основе концентратов, представляющих нам фирмами Нидерландов и Австрии. Оборудование, установленное в 1993 году фирмой Zemma, является автоматическая линия разлива безалкогольных напитков производительностью 3000 бутылок в час. Сейчас, конечно, силами нашей механической службы поддерживается в исправном состоянии, работает. Иностранцы удивляются, что очень так долго работает у нас это их оборудование. Уже 8 лет. Как каждая хозяйка хочет порадовать своих домашних и гостей новыми блюдами, так и комбинат «Роса» из года в год предлагает покупателям совершенно новую продукцию. Так, колбасный цех производственно-пищевого комбината «Роса» каждый месяц выпускает новый вид изделий. Современное оборудование цеха позволяет выпускать все виды вареных, полукопченых, сырокопченых, вяленых, копчено-вареных, копчено-запеченных колбас, а также сосиски, сардельки и другие копчености. Для выпуска таких вкусных изделий используется сырье только местного производства. Наши колбасы известны покупателю тем, что в них нет никаких синтетических добавок. В условиях жесткой конкуренции на рынке все это играет свою немалую роль. 5 лет тому назад, в 1996 году, в эксплуатацию ввели новое здание колбасного цеха. Здесь работает 8 человек. Все они со специальным образованием, хорошо знающие и чувствующие тонкости своего дела. В этом здании фирма Mobitex поставила все оборудование, документацию, а работники приобрели конкретный опыт полукопченых и копченостей на модуле. Здесь за это время позволяют большие площади, то есть достаточно места. Для ассортимента выработки тоже достаточно буквально всего оборудования и помещений. За много лет рядом находится Смирнова Наталья Эрнестовна. На модуле приобрели специальность фарш-ставителя Перфильев Вячеслав. Он научил, в свою очередь, Кузьминова Иннокентия. Сейчас это те люди, которых в городе колбасные производства знают пофамильно. Это только на первый взгляд кажется, что все происходит быстро и легко. На самом же деле, весь процесс приготовления колбасы очень кропотливое, трудоемкое дело. Этому надо учиться не 1 и не 2 года. И сегодня, в юбилей пищекомбината «Роса», благодарим вас, работников колбасного цеха. Спасибо вам за добросовестный труд, за все. Радуйте дальше нас, горожан, своими вкусными изделиями. Буквально в 1997 году, когда город наш организовалась сеть частных предприятий, которые выпускали не очень сильно хорошую доброкачественную продукцию в хлебе, и хлебозавод наш справлялся, была поставлена задача перед нами организовать выпуск хлебобулочных изделий. На сегодняшний день у нас, я считаю, что 2-3 мощных предприятия. Это выпуск колбасных изделий, которые знают горожане, это выпуск безалкогольной продукции и сокосодержащих напитков, и соков в том числе, и хлебобулочных изделий. Хлеб всему голова. Все мы по-своему по-разному любим хлеб. Особенно, когда он вкусный, деревенский, только что с печи, вылепленный с любовью. Про все это знают работники хлебопекарни комбината «Роса». Коллектив свою работу очень любит, относится к делу с пониманием, ведь творение их рук приносит в каждый дом уют, покой, благо. На хлебопекарне работает 14 человек. Все профессионалы, молодые, энергичные, вкладывающие в дело частичку своей души.
Весь процесс, кроме замеса и просеивания, происходит вручную. Начинали когда-то с выработки в 10 тонн, а за 3 года достигли 60 тонн. Спрос на продукцию пекарни «Роса» с каждым днем растет, поэтому и работы много. Около 38 магазинов являются постоянными клиентами. Ведь пекарня работает на заказ, но один раз попробовав, многие так и становятся постоянными заказчиками. Изюминку для хлебных изделий комбината «Роса» придает то, что хлеб выпекается в настоящей печке, топящейся дровами. И вкус, и запах напоминают нам настоящую домашнюю выпечку. И также в этом цеху находится у нас отдел, булочный отдел, где работают тоже кондитера. Делаем до 8 наименований изделий, начиная от плюшек, заканчивая вот батонами. Но в дальнейшем, конечно, надеемся, что механизироваться будет у нас полностью в комплексе механизации будет полностью булочного цеха. В таком случае мы намереваемся выпуск увеличить. И хочу воспользоваться этим моментом, поздравить всех работников «Росы» с таким замечательным днем юбилеем. Наверное, надо быть оптимистами, верить во что-то лучшее. Надеемся, что в действительности еще будет процветать наша работа, будет процветать нацкомбинат. Если проанализировать деятельность комбината «Роса», то хорошо организованную работу производства обеспечивает отдел маркетинга. Именно основа дела, а в данном случае своевременная поставка сырья, является основой успеха. Отдел маркетинга договаривается с поставщиками и предлагает определенный объем работы. Значит, функция отдела маркетинга такова, значит, полное обеспечение комбината всем необходимым сырьем, поставками, включая преформу, сырье, ну, то есть полностью то, что необходимо для производства комбината, выпускаемой продукции. Значит, специально мы отрабатываем, есть уже отработанные у нас поставщики, это, значит, город Москва, комплексные исследования по концентрату, то есть по безалкогольной линии, значит, полностью там закрыт у нас, Москва закрыта. Так, теперь по преформе. По преформе у нас, значит, мы работаем с Новосибирском. Новосибирск, Владивосток. Это основные наши поставщики. Так, ну, значит, отдел маркетинга работает как с местными потребобществами, значит, по колбасному цеху, например. Сырье закупается с потребобществ, с улусов, ну и от частных лиц. То есть вся продукция, выпускаемая колбасным цехом, это колбасные изделия всех видов, делается на местном сырье, то есть качество гарантировано. Делаем мы анализ мониторинга предприятия, то есть начали сейчас заниматься мониторингом, спросом продукции, качеством. По нашим точкам, по нашим магазинам фирменным, значит, у нас есть журналы для покупателей, то есть ихние предложения мы собираем, анализируем. Хотим узнать спрос, как говорится, и вкус нашего потребителя, что бы они хотели видеть в будущем. Так, есть, значит, наши точки находятся в городе. Это в Дом правительства 1, Дом правительства 2 во дворе и на Лермонтова 43 наши. Плюс, включая наш фирменный магазин, это навигационный. Работа коллектива заключается не только в производстве, но и в дальнейшей умелой организации сбыта продукции. Всем этим ответственным делом занимается коммерческий отдел. Выпущенная продукция реализуется через фирменные магазины, другие торговые точки, с которыми заключаются долгосрочные договора, а также оптом. На сегодняшний день все производство работает под реализацию. Поэтому нужно сказать, что наша продукция нашего комбината реализуется как в городе Якутске, так по республике, так и за ее пределами. Среди наших основных потребителей, среди наших основных договорников, это начиная от коммерческих структур города Якутска и республики и кончая, значит, предприятиями России. Так, наша продукция, ну, в основном это, конечно, сок брусничный, наша визитная карточка. В свое время, вот с начала комбината,